Семинар-совещание с высшими должностными лицами региона страны, председателями Заксобрания субъектов и мэрами крупных городов прошел в обучающем формате. Присутствовали здесь и глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер парламента Республики Духах Абдурахманов, а также мэр Грозного Ислам Кадыров. Выступая с обращением, Владимир Путин отметил, что именно от умения собравшихся здесь людей грамотно управлять своим регионом зависит будущее нашей страны. Каждый из вас обладает широкими полномочиями и, если говорить прямо, считает себя хозяином на своей земле в хорошем смысле этого слова, не выхолащивая демократическое содержание. Имею в виду, что в целом чувство хозяина, чувство ответственности за порученное дело, за людей, за территорию, это основанное на глубокой ответственности, это хорошее чувство. Повторяю, если они основаны на понимании, что от успешного развития конкретного региона, города зависит будущее всей нашей страны. И очень важно, когда, несмотря на высокий пост, у вас есть стремление приобретать новые знания, управленческие навыки, учиться друг у друга, обмениваться положительным опытом. Зрелость современного лидера состоит в готовности постоянно совершенствоваться, овладевать передовыми технологиями управления, в умении выстраивать эффективные отношения и с жителями региона, и с коллективами, и с институтами гражданского общества. Комментируя план действий в условиях экономического кризиса, Путин заявил, что стране нужно укрепить свой финансовый суверенитет. Экономика России не должна по-прежнему зависеть от внешних факторов, подчеркнул президент, но она остается частью мировой экономики. Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями федерального центра и регионов нам удастся преодолеть кризис. При этом, по словам Путина, новые вызовы современности не отменяют социальных обязательств государства. А особое внимание он призвал уделять не всегда оправданному росту цен. Прошу вас постоянно отслеживать здесь ситуацию, чтобы принимать своевременные меры. Мы знаем с вами хорошо о росте цен, и далеко не всегда ссылки на то, что происходит во внешней среде и у нас в экономике, обосновывают тот рост, который мы наблюдаем. Здесь нельзя никому позволять спекулировать на каких-то проблемах. Да, они есть, но часто рост цен и эти проблемы несопоставимы друг с другом. И мы с вами это прекрасно понимаем. О необходимости регулирования ценовой политики в Чеченской Республике заявляли и раньше. На прошлой неделе Рамзан Кадыров поручил создать антикризисную комиссию, а также разработать меры по развитию сельского хозяйства и импортозамещению. Затрагивая этот вопрос на сегодняшнем семинаре, Путин отметил, что в каждом субъекте должны сформировать свои планы. Предельно конкретные и прозрачные. Никаких абстрактных рассуждений, никакого популизма, подчеркнул президент. Он также потребовал принять меры для развития малого и среднего бизнеса и избавиться от ненужной опеки со стороны разных контролеров. Нужно отодвинуть, пригасить все противоречия и конфликты. И прекратить спор, кто главнее. Главнее люди. Главнее нас с вами люди, ради которых мы работаем. И этому должно быть все посвящено. Особо обращаю внимание, сейчас ни в коем случае нельзя прекращать создание комфортной среды для малого и среднего бизнеса. Правовая база на федеральном уровне, задающая новые стандарты делового климата, в целом сформирована. Подчеркну, что из небольших, но перспективных проектов часто складываются солидные инвестиционные проекты и солидный потенциал всей страны. Между тем, в Чеченской Республике с прошлого года действует программа поддержки предпринимателей, которая реализуется профильным комитетом. Она предполагает оказание инфраструктурной поддержки. Это создание офисных, производственных и агробизнес-инкубаторов. В регионе также функционирует горячая линия для обращения предпринимателей. Кроме того, им предоставляются налоговые льготы. Первый год они платят только 20% от стоимости арендной платы. Во второй год 30% и в третий год 50%. То есть это хорошая поддержка для тех предпринимателей, которые не имеют своих офисов. Данная программа предусматривает финансовую поддержку. Это выдача грантов для начинающих предпринимателей. Кроме того, сегодня в республике существует гарантийный фонд и микрофинансовые центры. В ходе своего выступления глава государства сформулировал еще одно требование к региональным руководителям. Многое, по его словам, зависит от их инициативы. Качество настоящего лидера заключается не в том, чтобы единолично руководить всем, давлеть над всеми, а в умении слушать коллег и доверять им, воспринимать их предложения и, что называется, делегировать часть своих полномочий. Конечно, при постоянном внимательном контроле за тем, что делается, как делается и за результатами работы. Эти качества приобретают сегодня особую ценность.
Ваш личный пример заинтересованного, ответственного отношения к делу – важнейшая составляющая эффективности управления. Путин говорил сегодня и о разграничении полномочий между региональной и местной властью, главная цель которого – повышение качества жизни населения. Президент напомнил, что от экономической стабильности регионов зависит в целом ситуация по стране, поэтому на местах нужно заняться конкретными делами, отбросив в сторону интриги, споры и разговоры о чем-то главенстве. Глава государства отметил, что прошедший год стал временем подлинного сплочения граждан нашей страны. А в конце своего выступления он поручил основательно подготовиться в регионах к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. По окончанию встречи, комментируя это событие в приложении Instagram, Рамзан Кадыров отметил, что Владимир Владимирович еще раз доказал, что никакими санкциями не удастся заставить Россию выполнять чью-то волю и отказаться от статуса мировой державы. В Чечне не только не снизят темпы экономического и социального развития, а сделают все, чтобы они были сохранены и ускорены, подытожил глава республики. Аза Исаева, Джамал Хаджалиев, новости.